Мы с вами находимся в Гродно, на, так сказать, импровизированной набережной реки Неман, для того, чтобы поговорить сегодня не о чем-нибудь, а о литературе и поэзии именно. Почему именно о поэзии, а не, скажем, о любви, о политике и так далее, о каких-то других интересующих, волнующих сознание современника вещах. Да по той причине, что все то, что волнует нас, все то, чем мы заинтересованы в наш непростой век, находит свое отражение в изящной словесности, в каких-то произведениях искусства, воплощенных в художественном слове. И начать разговор мне хотелось бы с себя. Я вам с удовольствием прочитаю одно стихотворение, которое называется «Лубок рукописный». Застыл в тумане седой большак, влияли овцы, скрипел ветряк, нежданно-негаданно пришел апрель, зимы ворота поснимал с петель. Откуда неведомо пришли волхвы, сбежали поди от людской молвы, от худой поры. Пришли волхвы, раздавай дары, от худой поры до лихой беды. Отлетит душа, заметет следы, гнедой скакун поскакал в поту, табун, почуявшись за версту. Нежданно-негаданно придет печаль, и станет невмоготу плечам. Придет печаль, постучится в дом, захнычет каплями за окном. Пройдет дождем, замочив гумно, где овса не держат давным-давно. Залило тоской все дворы окрест, а туман стоит, будто вдовий крест. Уж который век тот туман стоит, а над большаком все звезда горит. День и ночь горит та звезда ей-ей, только не светло от ее лучей. Я пойду во двор, запрягу коня, поминай, как звали теперь меня. Для поэта-лирика, для поэта-романтика сегодня чрезвычайно свойственен, присущ мотив исхода, мотив демарша, потому что осень, потому что листопад, потому что переполняют эмоции, связанные с какой-то меланхолией. В медицине это еще называется, кажется, осенним обострением. И как бы написать об этом было бы недостаточно, а прожить все это было бы слишком. У меня в руках две книги гродненской поэтессы Ирины Петровой «Звезда моя Альриша» и «Светотень». Ирина Петрова является участницей Гродненского городского литературного объединения «Надежда». Сборник, еще раз повторюсь, называется «Светотень». Даже в объеме, в емкости самого названия этой книги сокрыты две оппозиции – свет и тень. Оппозиционное осознание свойственно для лирика, свойственно для романтического взгляда на действительность. И свет, и тень – это то, что характеризовали на этапе написания этой книжки помыслы и чувства Ирины Петровой. И она передает этот дуализм, эту двойственность своего поэтического сознания во всех своих строках. Например, «Сколько слышится крика в молчании осени». Прекрасная строчка, дорого бы заплатил за эти слова, потому что крик в молчании, и это прекрасно. И это прекрасно. Женщина разглядела в осеннем интерьере, да, в осеннем пейзаже тот психологизм, который, возможно, был бы скрыт от взгляда поэта, литератора мужчин. У меня в руках сборник молодой поэтессы Светланы Тишковой, члена Белорусского литературного союза «Полоцкая ветвь». Ее стихотворение называется «Мой дух».
бездонностью бредит, которую вечность мой дух, постаревший в темнице из тела, и приняв реальную нечеловечность, рисует спирали взросления мелом, и пламени смело бросая рисунки, он сызнова просит у мудрости плахи, и трогая смерти звенящие струнки, рождает молчание подстреленной птахи, пытаясь достигнуть высот Айперона, глотая материи жидкие враки, никак не изучит мой дух тех законов, которые будут нужны в новой драке, а смерть переступит грехи поколения, и жизнь позабудет ответить кометам, лишь живо у духа шальное стремление распахивать окна навстречу рассвету. Сборник называется «Духовная алхимия». И молодая поэтесса 81 года рождения, как понятно уже из первых строк, задумывается не только о смерти, об исходе бытия, о демарше и в таком в экзистенциальном смысле. А молодая поэтесса рассуждает о бренности всего сущего. И это уже такое ницшеанство, это рассуждение на вечные темы и рассуждение о смерти здесь сопутствует рассуждениям о встрече с новыми рассветами, что говорит о прекрасном по философскому наполнению, глубочайшем мировоззрении и поэтическом сознании поэтессы Светланы Тишковой из города Полоцка. У меня в руках книжка гродненского автора Тимури Разницына. Тимур мой друг, рок-музыкант, но его, к сожалению, уже нет с нами, но вот книга осталась. Называется сборник по латыни «Постмортем». Довольно специфического содержания поэзия. В аннотации к сборнику сказано: сборник стихов автора вводит читателя в редко описываемый мир смерти и жизни. Автор, будучи профессиональным врачом-патологоанатомом, описывает свое видение скорби, печали, ритуалов, сопровождающих горе. Примечательным, и я могу даже сказать, что это мое любимое стихотворение, является пролог. Иногда на заходе солнца, в итоге прошедшего дня, мучительное беспокойство охватывает меня. Я вижу бессмысленность жизни, и мысли, как стадо червей, копошатся, шурша телами в безднах души моей. Чтобы как-то подробнее характеризовать содержание поэтического сборника, достаточно просто пробежаться по заголовкам стихотворений: «Войско мертвых», «Бомба», «Царство вечного сна», «Отрицание», «На эшафоте трон ее стоит», «Обреченные» и так далее, и так далее. Обращает на себя внимание очень оригинальное оформление. Присутствуют прекрасные оригинальные иллюстрации графического такого характера, передающие всю эстетику экспрессионизма, какой-то готики, мрачные мотивы, которые характеризуют творчество Тимури Разницына. Мне очень дорога эта книжка, хотя в эстетическом плане я нахожу ее несколько однобокой, но подкупает и очаровывает та искренность, с которой автор делится своим видением вот этих неприходящих ценностей, этих оппозиций жизни и смерти. И покинув наш бренный мир, автор постмортема как бы переселился в мир собственных стихотворений. У меня в руках еще один прекрасный лирический сборник, на этот раз на белорусском языке, и еще одной Ирины, поэтессы из Слонима, Ирины Войтко. Он называется «Погляджу очами неба».
В аннотации сказано: «Гляджу очами неба, другая книга вершаў Ірыны Войткі. Шукання істин духовных, асэнсавання лёсу жанчыны у кругазвароце жыцця, основные мотивы творчести поэтки». И вот стихотворение, которое открывает сборник. «На долоне вечности простираю шлях, день и лёс позначены крыжам на грудях. Не шукаю мудрости, ёсць на ўсіх адна, ты пора ў кожнага піць яе до дна, и кружляю соколом для яе крыніц, да яе высокое припадаю ниц». Опять женщины-поэтессы рассуждают о вечном. Женщины-поэтессы, копаясь в себе, заставляют нас задуматься о тех вещах, которые ускользают от нашего сознания в повседневности, используя прекрасные художественные приемы, глубочайшие метафоры, долони вечности, крыжом на грудях, ну и кружляю соколом. Когда это говорит мужчина, еще понятно, а вот женщина представляет себя в образе сокола. Это дорогого стоит. У меня в руках очень интересный поэтический литературный сборник, который называется «Гиппократовы ваганты». Почему он получил такое название? Потому что присягающие Гиппократу будущие эскулапы, выпускники Гродненского медицинского университета его создают. В Гродненском государственном медицинском университете существует и уже не первый год, благополучно функционирует литературно-художественное объединение, литературно-художественный клуб «Катарсис». В сборник «Гиппократовы ваганты» вошли произведения не только поэтические, но и проза участников клуба «Катарсис». Стихотворение из сборника «Гиппократовы ваганты». Автор Анна Шульга. Называется «Зачем?». Зачем я здесь, не знаю я, и что есть цель искания, к чему любовь, страдания. Зачем я здесь, не знаю я, зачем дышу, зачем люблю, зачем себя другим дарю. Быть может, лучше без меня, не знаешь ты, не знаю я. А может, все-таки нужна, как солнце, воздух, как вода. Быть может, я не просто так сейчас нужна, а так пустяк. Ну, что можно сказать по поводу данного поэтического прорыва Анны? Молодая поэтесса засыпает нас вопросами, и как студент, и как будущий специалист, медик, вопросов у нее больше, чем ответов. Но зато привлекло внимание вот это как бы устойчивая конструкция: солнце, воздух и вода. Как солнце, воздух, как вода. Да будет так всегда, добавил бы я, потому что именно это и залог здорового образа жизни, который исповедуют медики. У меня в руках поэтический сборник прекрасного автора, моего друга, члена Союза писателей Беларуси, обладателя почетного титула «Бронзовое перо Беларуси» Петра Семинского. Петр Ярославович Семинский прославился тем, что пытается нащупать, пытается найти, реализовать себя в сфере лирической пародии. И манипулируя комичным, манипулируя иронией, сарказмом в своих лирических произведениях, Петр Ярославович заслужил и снискал не только литературную славу, но и нажил себе немало, скажем так, оппонентов, немало врагов. Я прочту, и сборник называется «Серебряная сватья». Почему-то вот не свадьба, а сватья. Ну, понятно, как рождается поэтическая пародия. Это из стихотворения современника выуживается какое-то слабое место и обыгрывается, но уже самим автором в формате
нового произведения. Стихотворение называется «Мутант». Значит, поводом для написания этой пародии послужили строчки из творчества поэтессы по фамилии Филиппович, которая написала: «Проходит осень и туга, в душе невидимая, третья есть нога». На что Петр Семинский написал пародию, которая называется «Мутант». Жизнь не изменялась, моя не спеша, в пятках сначала застряла душа, вскоре нашлась во мне третья нога, вслед за ногой появились рога. Вскоре от лучших друзей я прослушал песнь про мои же ослиные уши. Ночью себя я увидел